Ну а теперь порция хороших, а быть может нехороших новостей. Хотя хороших. Но вот тут мы еще более подробнее разберемся. К концу года все жители Бишкека начнут получать единую квитанцию по всем видам услуг. То есть, да, я имею в виду, конечно, коммунальных. Проект закон уже вступил в силу. В начале в тестовом варианте уже жители многих районов 5-го микрорайона, 7-го микрорайона уже на себе испытали этот проект, насколько удачный или неудачный, успешный или нет, насколько это удобно, мы попытаемся в течение нескольких минут сейчас разобраться. Да, у нас в гостях Марат Мурзаев, заместитель генерального директора государственного предприятия Кыргызпочта СС. Марат, доброе утро. Вот действительно, однажды, придя домой, я увидела в своей двери вот такой вот свиток бумаги. Честно признаться, сначала я не обладала информацией о том, что вот такое вот мероприятие есть, и о том, что все услуги будут включены в одну квитанцию. Я испугалась. Я думаю, что же делать? Наверное, там какое-то предупреждение, что ко мне придут уже все отключать за неуплату, хотя я регулярно плачу. В чем дело? Оказывается, это действительно такая единая квитанция. Да? Давайте начнем по порядку. Что включает на сегодняшний день эта квитанция? Какие услуги? Ну, дело в том, что проект «Гибридная почта» — это один из проектов национальной программы «Тазаком». Пилот начал реализацию 1 декабря 2017 года на территории 5-го микрорайона. В дальнейшем мы смогли расширить территориальный охват, охватили уже 7-й, 3-й и 4-й микрорайоны. Абоненты получают единую сформированную квитанцию, то есть единый сформированный счет. И данным проектом как раз таки занимается Кыргызпочта самой реализацией. В проект во время пилота присоединились такие крупные поставщики коммунальных услуг, как «Газпром», «Северэлектро», «Бишкек-Теплосеть», «Кыргызлифт», «Мастер Домофон», «Комтранском». В целом, сама реализация проекта достаточно успешная. Граждане отзываются очень хорошо. Очень часто поступают к нам хорошие такие отзывы о том, что это замечательная новая услуга, которой бы они хотели бы в дальнейшем постоянно пользоваться. Поступают отзывы от граждан, которых мы пока еще по территории не охватили. Они тоже изъявили желание того, чтобы мы расширили проект и охватили их, возможно, микрорайон или территорию. В целом, такая услуга — это не новая услуга, но для нашей страны это достаточно новая услуга. Такие проекты успешно были реализованы в других странах. А в каких? В Казахстане, к примеру, в России. И достаточно успешно сейчас они. А можно взглянуть сразу? Да, посмотрим и заодно спросим, а были ли какие-то отрицательные отзывы? Смотрите, вот как раз таки это единый сформированный счет. Отрицательных отзывов как такого практически не было. В целом отзывы хорошие. Часто поступают к нам предложения по улучшению. То есть в начале проекта, когда мы формировали сам дизайн этой квитанции, были предложения, поступали по вопросам того, чтобы немножко изменить шрифт, может быть, добавить какую-то информацию. В целом отрицательных отзывов таких не было. Ну, это на самом деле удобно. Так, смотрите, вот сейчас просто назову, да, Комтранском, как вы сказали, то есть, получается, это вывоз мусора у нас. Бишкек-Теплосеть, второй, да, отопление, горячая вода. Это уже две услуги. Здесь же Северэлектро, расчет за электричество, естественно, и природный газ. Нет, и еще, то есть, холодная вода и стоки. Это, получается, 5, да, вот такая вот мультиквитанция на 5 услуг. Ну, я думаю, что перечень услуг будет расширяться постепенно. Пока мы вот в рамках пилота, у нас есть соглашение именно с этими поставщиками услуг. Если, например, взять Комтранском, то это частная компания, которая самостоятельно изъявила желание к нам присоединиться. Когда они узнали о нашем проекте, они захотели с нами сотрудничать, сами вышли с нами на связь, и мы с ними заключили соглашение. Ну, вообще, это действительно удобно. Ты приходишь на почту, ты отдаешь вот этот вот целый лист, да, получается, оператор считывает QR-код, да, и одним нажатием тоже очень быстро все просчитывается. Смотрите, вот здесь такие моменты есть. Дело в том, что гражданам действительно очень удобно. Им не приходится ждать, пока они соберут все необходимые квитанции для того, чтобы оплатить по коммунальным счетам.
к ним приходит единый коммунальный счет, в принципе, у них есть выбор. Они могут самостоятельно либо же оплатить по каждой услуге отдельно, либо же одной оплатой произвести оплату по всем коммунальным счетам. Ну, это не, я бы хотел добавить, что это не одна из задач в рамках гибридной почты. У нас есть несколько достаточно масштабных задач, которые мы хотим реализовать. Одной из задач является создание единого лицевого счета для абонента. Это тоже очень удобно. Это очень удобно, потому что запоминать все лицевые счета достаточно сложно. То есть приходится постоянно либо записывать, либо с собой брать квитанции для того, чтобы произвести оплату. Если будет один лицевой счет, ему достаточно просто знать свой лицевой счет, прийти в места оплаты. Например, около банкомата, да? Да, можно около банкомата, либо же через платежные терминалы, либо же, конечно, через почтовое отделение связи, где у нас принимаются платежи по этим услугам. Ну и в конце года, к концу года, во всяком случае, мы вас предупреждаем, что если вдруг к вам придет большой лист вот такой вот с квитанциями, с достаточно, может быть, крупным счетом, вы сразу не пугайтесь, не звоните в милицию. Наоборот, это очень удобно. И все, теперь весь Кыргызстан, в принципе, ждем полностью вот перехода на эту систему. Да, спасибо вам огромное за вашу работу. Мы желаем, чтобы этот проект был еще успешней, чтобы как можно больше поставщиков услуг к вам подключались. Ну и просто доброго утра, спасибо, что нашли время к нам прийти. Спасибо.